Привет всем! Итак, друзья, это рынок Мадина, город Бишкек, Кыргызстан. Хочу сегодня сделать ролик о том, как ухаживать за этой красотой. Потому что очень много вопросов, как стирать, как гладить, ни при стирке не оторвутся ли вот такая красота, стразики ли нет, валятся. И поэтому я хочу вот сделать такое видео о том, как ухаживать за такой красотой, расскажет нам Светланка. Здравствуйте. Снова, да? Всех с Новым годом. Да. Так, ну давайте расскажу. Конечно, есть два способа именно этих тюлей. Буду говорить именно только про эту ткань, потому что на самом деле в стирке различных тканей, то есть различные способы. Первый способ, это, конечно, такой самый проверенный, это вручную, то есть замачивание. И если у кого позволяет время и возможность, нет ограничений во времени, то можно замачивать, и вручную оно все хорошо отходит. То есть тут не нужно усилий там на какую-то большую температуру и так далее. Второй способ... Подожди, Светлан, а вот если, вручную, они же будут руками тереть? Или Нет, руками не надо, нужно. просто жир, Просто, да, всё? если это, допустим, есть большая, как ванна, как мы говорим, потому что это только ванна. Если там тюль у вас 10 метров, вы ни в какой, конечно, тазик и емкость, да. она не поместится. Вот, вы набираете ванну, вода обязательно до 40 градусов, никогда в жизни никаких не 50, то есть так, чтобы вы пробуете на руке, если вам не горячо, то есть значит эта вода позволяет. Насыпайте порошок, пусть она даже у вас час полежит, все, она отходит. Ее просто вот таким способом, больше ничего делать не нужно. То есть это Просто тут не жир, не кухонные шторы, да. да. То есть тут не нужно там усилий, нет, этого вообще не нужно делать. То есть просто вот как вот стирают. Это первый способ. Второй способ, если стирать в стиральной машине, обязательно нужен для них спецпакет. То есть спецпакет можно либо приобрести, я думаю, где-то готовый, либо же можно сшить из такой же любой обычной ткани прозрачной. И куда нужно будет помещать. Можно наволочку. Да, но надо потоньше, чтобы прям тоненько, да, типа сеточки тоже должна быть. Стиралась, да. Да, чтобы стиралась, и обязательно завязывать, чтобы при стирке этот мешок был завязан, он не раскрывался. То есть с этим ничего не будет, потому что здесь жемчуг пробивается насквозь, то есть чтобы не переживали, что это там что-то отклеивается. Давайте буду показывать. Да. То есть здесь, получается, идет заклепка. Это никуда не денется. Для того, что мы даже когда попадаем в шов цветы, они у нас проходят, бывают по шву, мы их вырезаем. Даже вот здесь вот проходил цветок, мы даже не можем его не оторвать, ничего. То есть это именно вырезается, если когда попадаем в шов. Поэтому с цветами ничего не будет, жемчугом тоже. Все это останется, если просто стирать бережной стиркой. То есть вот так. Ну да, я думаю, не то, что будет. Все только до 40 градусов. Либо спецпакет, либо если есть время, то просто обычная ванна, час времени и все. И тюль готова. Больше, Ну, а вот эти стразики, вот ничего не люди делается. Нет, желательно вот по эти стразам, вот. по поводу глажки сейчас расскажу. Не нужно гладить стразы, потому что когда утюгом нагреваются стразы, естественно, клей, они же все равно идут на своем клею. Он начинает плавиться, и стразы, естественно, могут отойти. Поэтому при глажке гладятся только вот эти вот места, свободные. То есть не нужно гладить абсолютно, допустим, по вот этим вышивкам, по стразам, то есть только свободную сетку. Потому что здесь, от того, что она вся забита, там абсолютно ничего не видно. То есть не давать возможности нагреваться этим стразам. Тогда все останется на своих местах. А еще у меня вариант. Вот такой вот. Допустим, вы сразу мокрые это вынули из машины стиральной, стряхнули хорошо и мокрыми повесили на гардину. А если где-то будут можно вот такие зажимки, утюгом. можно паровым утюжком. Да, проходиться, Да. если что, да, есть такой вариант, да, но только надо, если делаете, то обязательно что-то надо подкладывать, потому что паровому утюгу, так как это в нашей практике, потому что мы занимаемся профессиональной глажкой и вывешиванием штор, нужно подставлять ткань, чтобы у нее было сопротивление, то есть пара. Когда вы проходите паром, то есть он должен отталкивать, тогда оно проглаживается. Если вы будете вот таким способом вести паровым утюгом, ничего не будет, то есть никакого результата вы не получите. Понятно. Это единственное то, что касается именно паровым утюгом. Все, в принципе, больше они не сложны. Вот.
Ну и теперь я вот, я говорю, Да, сейчас вот тут. вижу новиночки, да, у вас. Пришли новиночки к вам, да? Да, вот это вот получается. Сейчас, да. Ага. Вот. Наша новая модель. Угу. Да, 3D. У нее получается своя высота 3,60. То есть оно хорошо позволяет на высокие потолки. Ну, здесь, получается, основа вот это идет как юбка. Фирма вот эта вот Искардин, которую все очень хорошо знают, особенно в России и в Москве. Угу. И здесь получается как цветочная композиция. Угу. Это как ваза и в вазе цветочки получается, да? Да, это новая моделька. Цена ее 1750. Угу. Вот она тоже вся в стразиках, но более такая классическая, утонченная, скажем. Ну, нежная. Да, достаточно нежная. Угу. И юбочка. Да. Прямо очень мне нравится. И юбочка понравилась такая. юбочка, да. Да. Угу. Ну-ка, опустите Мгм. юбочку вот так вот. Да. Как смотреться будет вот так вот юбочка. Это новые модели. Сейчас они вот только-только 2020 входят в тренд. Поэтому их еще здесь практически нету. Может быть, там в одном месте. А так. Угу. Еще И запозже еще нет. вот тоже парочку. Да, вижу это новых. вот модели турецкие. Они 1800. То есть они более такие. Сетка поплотнее у них идет. Ну, это как бы Ну, Турция. сначала вот Ну, одну они- покажите, да. Да. Вот. Чем-то, может, схожи, с стразами, бусами. Только сама сеточка отличается, что она более поплотнее и она менее такая, как сказать, прозрачная. Это вот Турция. Вот их две расцветки. Угу. Здесь более потемнее. Ну да, это светленькая, более посветлее. Да, вот такой есть. Она как-то по всей тюле идет. Да, в трех местах получается. в Вниз, трех местах, середина да. и вверх. Ага. Вон вверху вон я вижу. Там середина. И низ. Вот такой вот низ. Угу. Угу. Так. Ну и наши вот, получается, все те же модельки. Наша вот белая, которая популярная, Ой, ну достаточно. белая вообще Да, вот еще раз просто мы как, её да, покажем. да, просто изумительная. Вот прямо как будто бы похожа на невесту. Да-да, кто как называет, кто говорит снежная королева, то есть вообще на нее даже иногда у нас как чуть-чуть очередь. Вот сейчас это есть в наличии, поэтому Ну еще раз получили повторите, товар. сколько? Потому Эти что не- 1650. 650. Да, эти модели вот получается наши. А высота Золото. какая? 3 метра. Метр. Да. И Вот золото красивое, Да, честно. это тоже 1650. И золото очень красивое. Мгм. Ой. А вот к ним еще раз тогда повторим. А тут еще что-то даже голубенькое. Да, такое подсвечивает, немножко да. серым зеленым. Серо-зеленое, что-то такое. Какие портьеры? Портьеры можно однотонные. В основном мы всегда используем однотонные, чтобы не было перебора в рисунках. Ну, также у нас вот эти, получается, наши модельки. Вот так вот с однотонными, можно со сливочными тонами. Вот это тоже очень красивое. Мы недавно делали комплект с салатным Очень блокаутом. красивое. И прям получилось очень красиво. На нашем инстаграме, кстати, есть работа именно вот этого комплекта. Если кто-то пожелает посмотреть, то... А Инстаграм Да, какой? сейчас я вам все расскажу, еще раз покажу. Там прям есть именно, да, есть работа именно вот с этого дизайна. Тоже очень нежный. Да, вообще супер. Тюль. Супер. Ну и наши розочки. Те же. Кстати, вот эти цветы, им в принципе ничего такого страшного нет. Ну да. Да, но все равно даже здесь при стирке нужен спецпакет, потому что не нужно давать все равно трепать, как бы такие вещи. То есть это не ХБ, это не лен, поэтому любую такую тюль все равно нужно использовать спецпакет. Эти у нас 1100. И это 1100. Да, вот 3 модели. Угу. 1100. Это вот все тоже переливается. Мгм. Ну, этот полностью вся в рисунке, вся, буквально. И Забито. 1100, да? Да, 1100. 1100, но вся в рисунке. А высота какая? 3 метра тоже. 3 метра. Ну, все.
Все, так, что еще у вас новенького появилось? Так, что еще? Ну, обычные. Портьеры, может, какие-то новенькие? Так, нет, пока портьер нет, немножко будет попозже, наверное. Эти коронки я не помню. Снимали, не снимали. Были или не были. Ну, это как бы классика уже. Ну да, классика. Кому-то Кто очень не- нравится да, классика. Кто не любит, Кто не любит слишком, да. заморочка такая нежная. Разбросаны такие, как короночки. Такое. Смотрите, и вы прямо подобрали к ней. Да. Я смотрю, вот прямо и портьера к ней. Это портьеры, и вот это тоже также может подходить. Они вот Да, обе. и это да. Мгм. Это просто более светлых тонов, Да, это это более потемнее. потемнее. Вот портьерки к ней. Ну все, благодарю. Смотрите, вот наш инстаграм тогда. Сейчас. Мгм. Итак, друзья, мы, по-моему, очень хорошо и подробно, то есть не я снимала, Светланка рассказывала. Да, по-моему, она очень все подробно и хорошо рассказала о том, как ухаживать, Так стирать. как стирать, Вот у нас появился, кстати, лен, по-моему, тогда не Сейчас. снимали. И как гладить вот эту всю красоту. Так. А юбочка куда делась? Сейчас вот юбочка же, я тоже хотела, видишь, даже юбочка новая. Вот юбочка. Так. Ну теперь лен. Да, по-моему, тогда не было еще вот этого ассортимента, то есть у нас появился как бы, да, цвета. Помню, я вот тоже зашла, смотрю, думаю, по-моему, вот это вот не было. Лен турецкий, да, просто как ассортимент цветов. Цена 700 сомов. Мгм. Хорошо. Но он используется. чистый лен или с Нет, какая-то добавочка? Там полиэстер есть? тоже, конечно, есть, конечно, Мгм, потому что мгм. так чистый лен никогда не разгладишь, никогда в жизни он, во-первых, садится, а это Ну достает да. свою как бы А высоту. это не будет Нет, после стирки, после не стирки, сядет? если ну до что? 40, ничего не будет с ним. То есть это можно спокойно стирать в стиралке, не нужно никаких спецпакетов, то есть обычная ткань. Все, Светланка. Так, я вам спасибо. давайте еще раз покажу А, да, визиточку давайте. и вот наш это вот. Может, на стол? Инстаграм. Да, чтобы где посмотреть наши работы. Какие здесь можно на кухню заказать еще? Так. И вот, так, вот это вот номера телефона. Подсвечиваю, да? Да, немножко. Проход 2, контейнер 139, WhatsApp, телефоны, Instagram. В общем, WhatsApp плюс 996 558 3. Продиктуйте. Давайте. Получается, WhatsApp плюс 996 558 33 11 24. Угу, Пожалуйста, обращаться по номеру. И Инстаграм Света Бишкек. Просто латиница все набираете. угу. Все. И там можно увидеть ваши Да. работы. Все наши конкретно. работы, Мгм. да, и есть прям вот последние модели, то, что я вам рассказывала про салатовую тюль. Ну все, всего доброго вам. Всего Спасибо вам хорошего, большое, Нина Викторовна. удачи, успехов. А, да, вот эти про полосочки. Давайте еще покажем про полосочки. Да, давайте. Да. Потому что там вот женщина говорила, что она любит Есть в белом тюль. цвете, и есть вот серый, с розовым и с молочным. То есть их два вида. Цена их сейчас 150 сомов. То есть они у нас сейчас распродажа. на распродаже, но есть достаточно большой метраж. Мгм. И оптом можно, если что, да? Или нет? Нет, вот мы последний раз продаем, и все, на этом там по рулону, может быть, ну, метраж большой. Понятно. А высота какая у них? 2,90. Ну все, благодарю вас. Всего вам доброго. Спасибо вам большое, Удачи что в работе посетили и во нас. всех делах. Спасибо. Все. Всем пока-пока. Спасибо всем за просмотр. Всех с Новым годом еще раз поздравляю. И всего вам доброго. Спасибо за просмотр. До свидания.